сегодняшнего дня наряду с бумажным больничным можно будет оформить электронный листок нетрудоспособности. Процентов 80 объект готов, на стадии завершения. До Нового года, в принципе, мы должны закончить. В Караблаке в новом году появится новое учебное заведение. Достраивают школу на 720 мест. Обратите внимание на свой газовый счетчик. Возможно, его уже надо заменить. Сотрудники газовой службы проводят рейды. После того, как я выговариваюсь путем нанесения рисунка на этот холст, мне становится проще. В искусстве жизнь. Выставка начинающей художницы Марии Моздоевой прошла в Магасе. Первая встреча студенческого клуба разработчиков проходит здесь, как и положено, по-современному. В Ингушетии появился клуб для заинтересованных в IT-сфере при поддержке Google. Кто в него входит и чем таким интересным там занимаются? Это новости 24. Здравствуйте. До ежегодной пресс-конференции Владимира Путина остается 3 дня. В едином центре волонтеры продолжают принимать сообщения со всей страны. 17 декабря представители федеральных СМИ и иностранных изданий соберутся в Центре международной торговли в Москве. Ну а региональные корреспонденты зададут вопросы онлайн из нескольких городов. Репортаж Зелимхана Калоева. Большая пресс-конференция главы государства – традиционное для конца года мероприятие. Но пройдет она в этот раз по-новому. Дело в том, что из-за пандемии не состоялась ежегодная прямая линия с президентом. И общение с прессой решили дополнить элементами этого популярного формата. Так что вопросы смогут задать не только журналисты. Основные темы обозначил уходящий год. Дистанционным обучением интересуются даже те, кому только предстоит пойти в школу. Если я продолжаю посещать детский садик, то почему у меня закрылись танцы, подготовка к школе и бассейн? Я очень переживаю. Я на следующий год пойду в школу. Я очень переживаю, что я приду туда неподготовленно, а на танцах потеряю свой талант. Спрашивают о пандемии и всем, что с ней связано. Вакцинации, санитарных мерах, медицине, лекарствах. Каждому волонтеру, принимающему вопросы, приходится быть немного психологом. Внимательно выслушать, успокоить, помочь отсечь ненужные детали и сформулировать проблему. Гражданам бывает зачастую в первую очередь необходимо выговориться и понять, что проблема оказалась услышанной и она в работе. То есть для кого-то это момент успокоения, для кого-то это момент выговориться, выплеснуть эмоции. В Москву Путину отправляют вопросы о пенсиях, газификации села, подключении отдаленных поселков к интернету и проблемах обманутых дольщиков. А вот женщина в инвалидном кресле показывает, как сложно живется в доме с неудобным, слишком крутым пандусом. Записывают видео чаще всего дома, а кто-то включает камеру на работе или в машине. Бывает, появляются в кадре с плакатами. Без внимания не останется ни одно обращение. Отправить свой вопрос президенту может любой обладатель смартфона, неважно какого, айфона или устройства на базе Android. Скачиваем приложение «Москва Путину», нажимаем кнопку «Открыть», регистрируемся, обязательно пишем фамилию, имя и регион. Затем нажимаем кнопку «Получить код», вводим полученные цифры и не забываем поставить галочку. Это необходимо по закону, согласие на обработку персональных данных. После успешной регистрации попадаем на главный экран. Интерфейс позволяет записать видео, отправить видео и написать вопрос. Но сначала нужно разрешить приложению доступ к камере или к медиафайлам. Если выбрали записать видео, нажимаем на кнопку камеры и снимаем. Краткость сестра таланта. Видео ограничено 1 минутой. Выбираем квадратик в нижней части экрана и завершаем запись. Перед отправкой можно все проверить. Есть опция предпросмотра. Если все удачно, нажимаем на галочку, потом на кнопку «Отправить видео». Можно и отослать видео, снятое на телефон заранее. Ограничение тоже не более 1 минуты. Выбираем файл и нажимаем на кнопку «Отправить». Если вообще не хочется ничего снимать, можно отправить обычный текст. Тема на верхней строчке коротко. Все подробности на нижней. Можно приложить к тексту не более 5 картинок. Потом нажимаем на кнопку «Отправить вопрос». И дело сделано.
Обратиться к Путину можно и без смартфона. Заходим на обычном компьютере на сайт moskva.putinu.rf и нажимаем кнопку «Задать вопрос». Почти 800 журналистов соберутся в Центре международной торговли в Москве и на специальных площадках в нескольких городах – Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. За годы больших пресс-конференций мы уже привыкли, что коллеги пытаются привлекать к себе внимание всеми возможными способами. Но в этом году это будет еще сложнее. Ведь региональные журналисты будут задавать вопросы по видеосвязи из нескольких городов. Представители федеральной прессы и иностранных изданий соберутся в Центре международной торговли в Москве. Ну а президент будет отвечать на вопросы из своей резиденции. Время, чтобы сформулировать свое обращение, еще есть. Их будут принимать до конца пресс-конференции. Так что, кто знает, может быть, в эфире прозвучит именно ваш голос. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24. С сегодняшнего дня наряду с бумажным больничным можно будет оформить электронный листок нетрудоспособности. Для его получения необходимо предоставить СНИЛС. Кроме того, электронный больничный лист можно будет использовать как продолжение больничного на бумажном носителе и наоборот. Также отпадает необходимость получать больничный дважды тем, у кого два работодателя. В таком случае работникам нужно всего лишь отправить номер своего больничного листа. Получить его смогут и руководители организаций, являющиеся их единственными учредителями, а также лица, приговоренные к лишению свободы, либо к оплачиваемому труду. Новые учебные и рабочие места появятся в Карабулаке. Там завершается строительство школы. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 720 мест. Здание состоит из 3 корпусов. На территории предусмотрены игровые и спортивные площадки. Торжественное открытие запланировано на конец года. Репортаж Идриса Ижиева. На строительном объекте трудятся около 30 человек. Больше не требуется, поскольку все основные работы уже завершены. Поставлены стеклопакеты, провели электричество, подключили водопровод. В 3-этажном здании предусмотрены все необходимые для детей условия. Пищеблок, просторные классы, раздельные санузлы, раздевалки и медпункт. Внешняя отделка здания также близится к окончанию. Сейчас строительство завершено всего на 80%. Стройку стопорило то, что вот этот COVID-19, были карантинные ситуации в республике, из-за этого люди не могли работать, некоторые люди болели. У нас были бригады с Чечни, работали ребята, они практически границу закрыли, тоже не приезжали. За это мы очень много времени потеряли. В принципе, 80% объект готов, на стадии завершения. До Нового года, в принципе, мы должны закончить. Мы к этому стремимся. Работа идет очень хорошими темпами. На этажах заняты внутренней отделкой. Поставлены двери, установлены подвесные потолки и функционирует освещение. Впереди покраска стен, укладка ламината и другие завершающие работы. Например, Ибрагим Гатиев укладывает кафель. Дело нелегкое. Здесь важно соблюдать технологию. Место выравнивать, надо плотно положить клей, чтобы он ровно ложился, чтобы пустотели не были. И класть его надо. Работа идет очень хорошо. С самого начала мы начали эту работу. Первый этаж практически уже доделываем. 2-й, 3-й уже закончили. Только мелочи остались. Объект состоит из 3 корпусов и сможет вмещать единовременно 720 учеников. Школа расположена в холмистой местности, поэтому большую часть времени заняла подготовка 3-уровневой подушки. Сделана георешетка, там положат геосоты, чтобы все это не сыпалось из-за рельефа. Там местами 8 метров, 7 метров, 6 метров. Вот это все надо было делать. Отсюда очень много вывезено глины, тысячами кубов. Из-за того, что рельеф неправильный. Вот вообще школа расположена на 3 уровнях. Стадии это на верхнем уровне, на 2-м уровне есть еще детские площадки, которые будут внизу стадион. Из-за этого очень много времени мы потеряли, в принципе. Много было использовано техники здесь, много было вывезено грунта, завезен чернозем. Не обошли стороной и спортивную составляющую. Помимо огромного спортзала диаметром в 50 квадратов, на территории будет несколько игровых и воркаут-площадок. Вот сделаны площадки, детские спортивные игральные площадки, положен резипол. Вы видите, здесь будет установлено оборудование, уже заказано, тренажеры, все это будут привезены и будет установлено в ближайшее время. Завершить всю работу и сдать объект в эксплуатацию планируют через несколько недель. Осталось благоустроить территорию, высадить деревья и установить игровые площадки. А уже с Нового года школа сможет принять первых учеников. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.
Газовая служба проводит ревизию приборов учета. По госстандарту они должны служить от 15 до 25 лет. Это в том случае, если эксплуатировали счетчики согласно установленным нормам. Проверки актуальны сейчас, в зимний период, когда потребление коммунального блага увеличивается в разы. О проверке в Назране в сюжете Даны Плиевой. Эти счетчики, газовые счетчики, срок живой. Новость для Маднат Салоевой стала неожиданной. О том, что у счетчика по газу давно истек срок проверки, не знала ни она, ни домочадцы. Но сотрудников газовой компании выслушала внимательно. Пообещала разобраться с вопросом в ближайшее время. Своевременно уведомить поэтому. Счетчики специалисты должны проверять через определенное время, обозначенное заводом-изготовителем. Но учитывая вид обстановку, правительство страны еще в начале апреля отсрочило обязательную проверку приборов учета газа до конца года. Всего в регионе специалисты выявили более 2000 счетчиков с истекшим сроком. Поэтому мы рекомендуем до окончания срока, до конца этого года, озаботиться проведением поверки этих приборов учета. Ибо с 1 января 2021 года показания непроверенных приборов учета газа не будут приниматься к учету, и начисления будут производиться по действующим нормативам, которые значительно превышают реальный расход газа по счетчику. Вопрос на сегодняшний день по проверке приборов учета актуален, как никогда, отмечает Сергей Воломеев. В зимнее время, особенно газ, одно из самых значимых коммунальных благ в любом доме. Так, в среднем счетчик зимой фиксирует расход около 2000 кубометров газа, а сумма долга за ресурс по действующим нормативам выше, чем по показаниям прибора учета. Это будет где-то в районе 4-4,5 тысяч, то есть более чем в 2 раза. И в этой ситуации нет возможности экономить. То есть при наличии прибора учета, если вы куда-то уехали, вы ставите отопительное оборудование на минимум, вы не пользуетесь горячей водой, вы не пользуетесь пищеприготовлением, и, соответственно, счетчик этот объем не учитывает. А по нормативам начисление идет вне зависимости от пользования или непользования теми или иными приборами. Потому проверка газовых счетчиков – процедура необходимая. Пройти ее можно в лаборатории госстандарта, правда, не в нашем регионе. Всю интересующую информацию можно найти на сайте госстандарта. Уточнить, нужна ли проверка счетчику газа, тоже несложно. Данные о сроках поверки приборов учета газа находятся в паспорте на прибор учета газа. Если паспорт не поверен, можно обратиться в абонентскую службу, в территориальный участок по месту жительства, и вам уточнят срок поверки вашего прибора учета. Но год поверки для большинства приборов учета, установленных на территории Республики Ингушетия, составляет 8 лет от даты изготовления. Если прибор не прошел проверку, его нужно поменять. Но специалисты уточняют, если счетчик использовался в соответствии с рекомендациями производителя, проблем возникнуть не должно, учитывая, что срок службы прибора учета установлен до 15-25 лет. Дана Плиева, Асхабила, Киев, Новости 24. Юные фотографы от 13 до 18 лет приглашаются на международный конкурс экологической фотографии, организованный фестивалем экологических фильмов «Колорадо». Для участия необходимо предоставить фотографии на экологическую тематику. Это могут быть кадры дикой природы, коренных народов, воздействия на окружающую среду, животных и многое другое. Участники получат виртуальный подарочный пакет с контентом и специальными предложениями. А победителей ждет вознаграждение в виде денежных призов. Дедлайн приема заявок 10 января 2021 года. Подробную информацию можно получить на сайте организаторов. В искусстве «Жизнь» выставка начинающей художницы Марии Маздоевой прошла в Магасе. Ее картины полны эмоций. Многие нашли полотна неоднозначными, но тем и интереснее работы. В них каждый находит свое отражение. Тамара Хашагульгова впечатлилась. Вкусно поесть, посидеть с друзьями и при этом насладиться высоким искусством. Далика Стоева и не предполагала, что очередной поход в кафе с одногруппниками так духовно ее обоготворит. Очень понравились картины. Очень приятно видеть в Ингушетии таких талантливых людей. Нам приглянулось пару картин. Честно, даже мелькала мысль, может, купить, чтобы дома было. Приятно все-таки свои люди. Мне очень понравилась картина со спичкой «Troubles».
Исказить реальность, преувеличить ее или даже сделать примитивной. Через яркие оттенки, динамичный сюжет и выразительные мазки. Перспектива и объемность в картинах Марьям Оздоевой далеко не главное. В своих работах она старается изобразить субъективные мысли и эмоции. Натура для нее – ее собственные переживания и сны, чаще всего негативные. Мои картины написаны грустным пером, если так можно назвать. Если у меня происходит какой-то критический момент в жизни, какое-то душевное переживание, я начинаю все это высказывать холсту, потому что после того, как я выговариваюсь путем нанесения рисунка на этот холст, мне становится проще. У меня такое чувство бывает, что я поговорила с психологом, как бы это типично и банально не звучало. Полотна, которые просто так не отпускают. Случайный взгляд на картину, и вот ты уже не замечаешь, как твои собственные переживания всплывают на поверхность. Каждый интерпретирует ее работы по-своему. Здесь нет правых и неправых. Согласны с этим мнением и ее давние знакомые. Первым, кто просмотрел все ее картины, это был я. Я был удостоен этой чести. Мне очень понравились эти картины. Я был удивлен. Для меня это был маленький шок, когда узнал, что она так может рисовать. Точнее, не рисовать, художник не рисует, художник пишет. Самая моя любимая картина – это картина со спичкой. Я, как ни странно, угадал смысл этой картины, что хотел мне сказать этим автор. «Падший ангел», «Взгляд из прошлого», «Три мака», «Тьма» и, пожалуй, главная картина выставки «Запретный плод сладок». Выставка с говорящим названием «В искусстве. Жизнь» первая для Марьям Оздоевой, хоть и рисует она с детства. Уже в 5 лет у меня начались собираться какие-то работы там, небольшого формата и масштаба. И будучи уже подростком, буквально с прошлого года, с позапрошлого года, я начала этим профильно заниматься, то есть уже покупать холсты, закупаться этими всеми инструментами для работ, коллекционировать эти работы. И раз пришла мысль организовать выставку. Предпочтение отдаю стилю сюрреализм, экспрессионизм, потому что загадки – это моя фишка. Я считаю, что картины, именно написанные какими-то загадками, стилю сюрреализм, они не подвергаются какому-то описанию. В столь волнительный момент поддержать Марьям пришел и дедушка. Кстати, как считает сама художница-самоучка, талант ей передался от него. Я был, конечно, удивлен, но и с другой стороны, мне это очень сильно понравилось. В свое время, когда я еще был молодой, я занимался и живописью, и скульптурой. Потом все забросил. И когда я увидел ее картины и увидел, как она работает, мне понравилось. Кто-то с моей семьи пошел по моим стопам. Марьям как нельзя кстати подходит выражение о том, что талантливый человек талантлив во всем. Юная художница уже сейчас мечтает издать роман, сборник стихов, и, конечно, организовать новую художественную выставку. Тамара Хшагульгова, Асхат Белакиев, Новости 24. Впервые в Ингушетии появился клуб для заинтересованных в IT-сфере при поддержке Google. Тематические встречи, тренинги, лекции от профессионалов отрасли будут повышать интерес молодежи к цифровой сфере. Хава Гагиева расскажет об этом подробно. Будущие создатели игр, дизайнеры, копирайтеры и просто те, кто видит себя в области развития IT-технологий. Первая встреча студенческого клуба разработчиков проходит здесь, как и положено, по-современному. Никаких скучных лекций, сложных терминов и нагнетающей обстановки, уникальные возможности развития личности и преимущества перед традиционным консервативным поиском информации. Выступления на различные темы, начиная от дизайна и заканчивая разработкой стартапа. Но сначала знакомство. Google Blog написал о нас статью, конкретно обо мне. Я думала, она будет общая про Ингушетию, но они решили сделать историю успеха маленькой девочки в маленьком регионе, которая еле как называется в IT. И вот эта статья. В ней написали, что я развивалась в непопулярной в регионе профессии, а конкретно, посмотрите сейчас, rural community. Сельская местность. Просто я поняла, к чему это было. Первый спикер Луиза Оздоева, она же в роли лидера клуба. Сейчас ее главная цель – создать сообщество людей, которые заинтересованы в технологиях Google. Хотят приобрести новые навыки, знания и попрактиковаться.
Эта идея ко мне пришла не самостоятельно. Мне помогли с этим ребята из более старшей команды опытных разработчиков, которые тоже присутствуют на территории Ингушетии. Это ГДГ «Магаз». У этих ребят я проходила многочисленные курсы, я ходила на их мероприятия, и так я оказалась одной из них. И они предложили мне создать такое же сообщество только для студентов, поскольку такая программа была у Гугла. И вот я здесь. Я подала заявку, и меня успешно приняли, я прошла интервью. Я надеюсь, таких встреч будет много еще впереди. И я надеюсь, это принесет большую пользу как мне, так и другим. Программа DSK – часть глобальной программы Google. Митапы, воркшопы, проектные команды с задачами локальных IT-компаний. Сегодня студенческие клубы разработчиков – это более 700 сообществ в университетах по всему миру, готовые постоянно развиваться и делиться опытом. Мы берем на себя ответственность за то, чтобы помочь студентам учиться, и даем им возможность решать реальные проблемы вокруг них. Благодаря этому опыту они закрепляют теорию практикой у студентов, ну и оставляют после себя значимый вклад. Присоединяйтесь к нам в создании глобального сообщества для студентов. 3 жеста в секунду и дружеский настрой – вот главная тактика выступления Тимирхана Нальгиева. Сегодня в окружении живых носителей информации парень погружает слушателей в мир графического дизайна, а также рассказывает, как создать качественный контент и привлечь внимание покупателя. Выбирая определенную аудиторию, вы должны понимать, что их интересует в первую очередь, и от их взглядов, от их интересов, отталкиваясь, и стараться ответить на тот вопрос, который их будет, возможно, интересовать, чтобы, перейдя на вашу страницу, читая ваш пост, читая именно данный текст, чтобы у человека ассоциативно в голове возникала такая идея. Это то, что мне было нужно, это то, что меня интересовало. Спасибо им, какие они молодцы, подпишусь, куплю у них что-нибудь и дальнейшее взаимодействие. В планах Тимирхана основать художественную школу по обучению рисованию, где они смогут выработать собственный стиль. Поэтому сразу после выступления небольшой конкурс, где ребятам предстоит за минуту прорекламировать определенный продукт. Главный приз – футболка с уникальным светодиодным дизайном. Как часто вы, опаздывая, спрашиваете время у прохожих, несите время на своем запястье? Красиво. Да, за то, что пацаны победили. Главное преимущество IT-индустрии – не привязывать людей к одному месту и работать в разных концах планеты одновременно. Это именно то, что нужно современной молодежи. Для меня это очень хороший повод начать что-то делать, изучать. Конкурс, в котором я участвовала, он мне понравился, хотя требовал от меня креативности, которой я в себе не вижу. Но странным образом я победила. Мы победили с подругой. И надеюсь, что я буду продолжать в этой сфере свое развитие, и подобные мероприятия будут все чаще проходить в Ингушетии. Стажировка в бизнес-секторе США и более 250 публичных выступлений в разных странах мира. Своим опытом поделился и Мухаммад Алиев. Здесь он в качестве специально приглашенного гостя вместе с другими специалистами Центра IT-подготовки Expovision. Парень рассказал про первые шаги в стартап-индустрии и типичные ошибки, которые допускают стартаперы. Для того, чтобы делать стартапы, не нужно сверх каких-то знаний. То есть мы не развиваем IT, и когда я начинал понимать, почему люди не идут в IT, я всегда слушаю один ответ. А он откуда там? У меня нет знаний, чтобы туда идти, это что-то сложное там. Что, короче, какой IT вообще на Северном Кавказе, там, в Чечне, там, или еще где-то там. Постоянно ты это слышишь. Конечно, если ты не будешь идти в эту сферу, не пытаться что-то делать, у тебя никогда ничего не получится. Само по себе это ничего не случится. Поэтому любая идея, которая к вам идет, постарайтесь ее реализовать. Ингушетия только начинает свое развитие в сфере IT. Начинающие специалисты, или как их еще называют айтишники, влияют на жизнь республики уже здесь и сейчас, подавая конкретные идеи и полезные для общества инициативы. Казалось бы, вот он предел совершенства, и лучше уже быть не может. Однако специалисты в области IT-технологий считают совсем иначе. Впереди у нас множество перемен, и самыми главными новаторами в этом деле станут сегодняшние ребята. Хава Гагиева, Хамзат Халухоев, Новости 24. «Спасти Грута» – этот уже ставший известный проект с энтузиазмом подхватили школьники региона. Сейчас проходит 5-й этап. Напомню, он реализуется за счет президентского гранта и по инициативе Адама Мальсагова. В этом году в рамках конкурса удалось охватить около 40 школ. Дети приносят бумагу, ну а вот что получают взамен, узнаем у Хавы Газиковой.
Использованные тетрадки, старые книжки. Под раздачу конкурса «Спасти Грута» попало больше 25 мешков макулатуры от 36 классов сельского поселения Канташева. В обмен на газеты, тетради и прочую макулатуру школьники получают не книги, а совсем другие подарки. Поход на каток, в кино или новый проектор для класса. Тандила Олегова уже с нетерпением ждет презента. Вырваться с одноклассниками в кинотеатр и хорошо провести время на один день, забыв об учебе. Лучше подарка и не придумать. Думаю, что собрать макулатуру – это очень важно, потому что, когда мы собираем макулатуру, мы спасаем природу. 1 тонн макулатуры спасает около 30 деревьев. И когда нам предложили участвовать в макулатуре, мы с удовольствием, с радостью приняли участие в конкурсе для того, чтобы спасти нашу природу и деревьев. Юные экологи даже не представляют, какую огромную лепту они вносят своим трудом в защиту окружающей среды. Более 1300 килограммов макулатуры. Цифра впечатляющая. Но им удалось это сделать благодаря общим усилиям. Зарема Цероева, как педагог, отмечает, с каким рвением участвовали дети. Переработка имеющихся бумажных отходов является наилучшим решением для спасения природы. Также, все мы знаем, что для создания бумаги необходимо осуществить вырубку леса. И вот собранная часть макулатуры спасает несколько десятков деревьев. Эту информацию дети быстро подхватили, вдохновились, начали приносить из дому журналы, газеты, тетрадки. Экологический проект с говорящим названием «Спасти Грута» в школах региона стартовал еще в прошлом году. Он проходит в 6 этапов. Если в первой конкурсной волне приняли участие 5 школ, то в этом году их больше. Адам Мальсагов, которому и принадлежит эта идея, ставил целью повысить экологическую грамотность подростков, привить культуру раздельного сбора мусора через игровую форму и грамотную мотивацию. Общий сбор макулатуры на данный момент составляет более 88 тысяч килограмм. Учитывая, что сейчас 5-й конкурс только на стадии реализации, и школы еще должны до 20 декабря собирать макулатуру, мы надеемся добить это число в этом году до 100 тысяч килограмм. Чтобы было понятнее, 100 тысяч килограмм – это равноценно 40 полностью заполненным грузовым «Газелем». То есть вот такой большой объем бумаги на данный момент смогли собрать наши школьники. Макулатура вот эта собрана, она будет отведена туда в предприятие, и там будет специальное оборудование, в станках она будет запрессована. Через некоторое время при накоплении определенного количества, то есть 20 тонн, она будет отвезена в специальные такие большие чаны. Это там такой раствор, который гидроразбивателю будет из него делать волокна. Эта макулатура, ее можно до 6 раз, то есть волокна целлюлозы, а потом уже они иссякают и приходится по новой. Но суть всего этого – это притормозить, замедлить вырубание деревьев, иначе ни леса не останется. Присоединилась к акции наша телерадиокомпания. Цифры, конечно, не такие впечатляющие, как у школьников – около 70 килограмм. Помочь продвижению полезного эко-конкурса также могут и в других организациях, отмечают организаторы. В планах следующим этапом охватить школы Сунжинского района. Хава Газикова, Магомед Белакиев. Новости 24. Мэрия города Магаса призывает жителей проголосовать за памятник Матери России, установленный на аллее Матери в столице региона в 2012 году в конкурсе «Самая необычная скульптура в России». Памятник представляет собой скульптуру женщины с 3 детьми, одетую в традиционный ингушский наряд, высотой в 3 метра и весом в 1,5 тонны. Голосование будет проходить с 15 по 21 декабря в группе Туту.ру в соцсети ВКонтакте. Отмечу, что памятник Матери России вошел в топ 100 необычных скульптур страны. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.